Итак, сегодня речь пойдет о забытом интеллектуальном центре Шелкового пути. Но, наверное, сразу представляются воины на конях, бескрайние степи. А вот для древних уйгуров реальностью был мир книг, письма и учености. Они селились в городах вдоль Шелкового пути, создавая культуру, основанную на знаниях. И что особенно интересно, это количество языков, с которыми они работали. И дело не только в языках, они владели и множеством систем письма. Это не было просто увлечением, а целенаправленной, организованной работой. В основном они фокусировались на религиозных и философских текстах со всей Азии. У них даже были целые институты, которые следовали четкому четырехэтапному процессу. Но со временем их подход к переводу, скажем так, кардинально изменился. Они перешли от простого дословного перевода к более уверенному творческому стилю. Так что важно понимать, они были не просто копиистами, а настоящими соавторами. И вот блестящий пример того, как простая проза превращалась в настоящую поэзию. Давайте посмотрим на гения, стоявшего за этой работой, на одного из мастеров. Чинка Шелли Тутунга помнят как одного из величайших переводчиков своей эпохи. Это был настоящий эрудит, который был достаточно уверен в себе, чтобы улучшать исходники. Его самая известная работа «Сутра золотого блеска» — это монументальный 700-страничный шедевр. Его целью было сделать так, чтобы древние чужие тексты заговорили с новой аудиторией. Эта мощная интеллектуальная традиция не исчезла вместе с уйгурским государством. Их навыки ценились так высоко, что стали просто необходимы Монгольской империи. Они помогали управлять огромным монгольским государством, формируя его законы и культуру. Остается только гадать, как много великих идей дошло до нас благодаря таким вот незаметным героям.